стихотворение Тутузимани, который говорил о том, что это известнейший наш богослов, который известен тем, что он реставрировал Коран Османа в Самарканде. И в своих религиозных стихах он писал, что «Айма илахум бизне изгибур китабамна, бере Таурат, бере Инжиль, бере Забур, бере Кур'ан». И вот, как бы скажем, такое вот трепетное отношение к Корану для мусульман это естественно, и вообще к мусульманскому, и у мусульман было очень развито такое уважительное отношение к книге. Как известно, столько письменного наследия, как оставили мусульманские народы, ни один народ мира больше не оставил. Особенность, значит, нашей коллекции, вообще казанской коллекции состоит в том, что здесь, значит, собраны рукописи, которые составляли сами татары или которые они коллекционировали. То есть у нас в Казани нет государственных коллекций, которые собирались бы не, скажем, коллекционерами, не мусульманами. Единственная коллекция, которую собирал Казанский университет, именно как государственное учреждение казенное, было вывезено в Петербург, и оно стало частью востоковедного фонда Петербургского университета. У меня в руках Коран, который был привезен нашими шакирдами из Средней Азии во время обучения в Бухаре и в Самарканде. И тут вот я просто вам хочу показать, да, вот ну, это знаменитая самаркандская бумага, другой почерк, да, и здесь вот название суры, а это вот таким образом выделялось начало джуза. Человека, как бы вот проект, это 17 век, рукопись, автор 15 века. И вот здесь вот Мансур Ширази представляет вот еще свою уникальную как бы разработку, да, он был врачом, и здесь вот он изображение беременной женщины, да, это как бы считается его личным таким вкладом в медицинскую науку. А здесь, пожалуйста, это вот альбом каллиграфии, да, тут, так сказать, разные почерки, какими пользовались при переписывании рукописи. И последняя рукопись – это трактат магрибинского богослова Даляль Хайрат. Это салаваты пророку Мухаммаду. Да? И вот здесь вот это вот пример мусульманской иконографии, здесь изображено Мекка и Медина. Вот эта вот рукопись, она всегда богато украшается, очень хорошая каллиграфия, но ее уникальность состоит в том, что сделал ее татарский каллиграф. Это был военный ахун, он служил в Петербурге, а по происхождению был из Касимова, вернее из Нижегородской области, а ее владелец уже такой Кермани из Касимова. Это литография, она была напечатана в 1846 году в Петербурге. Фатых Афанде, салям, конечно. Здесь автограф. Очень мало автографов рукописных источников дошли до наших дней. Всего 6 листов Тукая, именно вот своими руками, которые были написаны. Вот один из них, все они хранятся у нас, а вот один из них можно посмотреть поближе. Звук. Вот так набирает оборот, тихонько вот опускаем. В колофоне написано еще вот так, таким образом. Переписано, дата не указана, прочитано в 1203 году. То есть переписано раньше уже получается. Да, да, может быть и такое. Просто мы уже фиксируем именно то, что написано. Безусловно, ваше видение процессов развития современных литератур для нас очень важно, очень ценно. Мы преимущественно занимаемся татарской литературой, но в орбите нашего внимания всегда остаются литературы близких нам родственных тюркских народов, и не только тюркских народов, но и других литератур народов России. В первую очередь, наверное, речь идет о наших соседях, о
Поволжья. И в нашем институте реализуется большой проект, связанный с национальными литературами Урала Поволжья. Называется «Национальная литература Урала Поволжья. Исследовательские парадигмы и практики». И в рамках этого проекта мы ежегодно проводим научные семинары, и по итогам этих семинаров издаем специальные коллективные монографии, это помимо сборников этих семинаров, посвященные каким-то аспектам литератур народов Урала Поволжья. Вот я хочу вам показать, совсем недавно у нас состоялся этот семинар, вот семинар этого года. Он был приурочен проблеме поэтики литератур народов Урала Поволжья. Здесь представлены труды коллег из Башкортостана, Марий-Эл, Мордовской республики, Чувашии, Удмуртской республики. И вот здесь у нас присутствует уважаемая Марина Корякина. Вот я уж ей скажу, что Виталий Григорьевич Родионов написал блестящую статью о чувашском стихосложении, где особо выделил ваши труды, вашу поэзию с точки зрения развития аллитерационного стиха. Вот. Но, конечно же, татары тюркский народ, и у нас большой интерес к литературам тюркских народов. Причем речь идет не только о современном литературном процессе, речь идет и об истории литератур тюркских народов. Ну, с вашего позволения я сейчас покажу некоторые издания, посвященные творчеству отдельных тюркских писателей. Я хотел бы показать некоторые из них. Например, в 2020 году я говорю только о том, что делалось в институте в этом направлении буквально за последние 5-7 лет. Да? Потому что институт имеет такую большую историю, подобно тому, как в этом году мы год Георгия Дмитриевича Гачева, выдающегося исследователя национальных литератур, открывали именно мероприятием в Казани. Такая же идея возникла открыть год Чингиза Айтматова в Казани. Ну вот столетие юбилей. Вот. Значит, очень важно, что работа, вот эта коллаборация с тюркским миром в институте ведется по нескольким направлениям. Татары, вы знаете, они очень дисперсно расселены не только в Российской Федерации, но и по всему миру. И поэтому одним из направлений деятельности нашего института является изучение татар вот в таком вот во всероссийском масштабе. Для этого проводятся экспедиции. И вот есть замечательная серия в нашем институте. Она называется, ну тут все-таки тюркский язык немножко должен звучать, «Милли Мадани Мирасабас», да, национально-культурное наследие. И это серия из сокровищницы научных экспедиций. Эти экспедиции комплексные. То есть на них выезжают и фольклористы, и лингвисты, и диалектологи, искусствоведы, литературоведы, и собирают фольклор, занимаются изучением каких-то этнографических особенностей татар, проживающих в разных регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья. И в этой связи я хотел бы сказать, что вот это очень хорошее начинание, оно оборачивается вот коллаборацией с исследователями, которые живут в этих регионах и также подключаются к работе по изучению жизни татар, их культуры, их обычаев. Вот у нас очень тесные контакты сейчас с Кыргызстаном. То есть это не просто поехали, что-то изучили, это обязательно приезжают, собирают эти материалы и издают их. Вот на экспозиции, которую вы видели
ну, будем так называть, за пределами этого пространства, в коридоре, скажем так, да, вот все эти материалы, все эти книги, изданные с Кыргызстаном, они представлены. Помимо этого, очень тесные контакты, очень тесное сотрудничество вот в этом направлении с Узбекистаном. Вот, и каждый, ну, вот, после каждой экспедиции такие совместные труды появляются. Ну и так как у нас есть выделено, скажем так, наш сегодняшний разговор концепт «История», то я хотел бы сказать, что миссией нашего института является популяризация татарской литературы. Причем это делается на академическом уровне. В первую очередь я хотел бы сказать об академических изданиях татарских классиков. Ну, конечно же, это Габдулла Тукай с 2011 по 2016 год был издан шеститомник Габдуллы Тукая. Это академическое издание на татарском языке. В этом же ряду можно назвать академическое 15-томное собрание сочинений классика татарской литературы Гаяза Исхаки, 15-томное собрание сочинений Галимджана Ибрагимова. Наш институт носит имя Галимджана Ибрагимова, и, конечно же, это, ну, как бы наш долг было издать это 15-томное сочинение. 5-томное собрание сочинений Мусы Джалиля. Я называю только последние проекты, да, которые издавались, ну, которые реализовывались, вот эти издательские проекты за последнюю четверть века. Хотел бы обратить внимание на то, что сейчас трендом, одним из трендов деятельности нашего института становится подготовка двуязычных изданий. Вот в 2021 году мы подготовили двуязычное издание Габдулла Тукай «Жизнь и творчество». Это, ну, будем говорить, такой расширенный аналог серии «Жизнь замечательных людей». Ну, просто мы с опорой на архивы, с привлечением каких-то научных материалов, воспоминаний, вот такого широкого культурно-исторического контекста подготовили это издание. И вот мы представили его на конкурс, который проводило Федеральное агентство по делам национальностей, конкурс «Ключевое слово». И вот в 2021 году это издание было номинировано как лучшее издание, как лучшее научное издание в этом конкурсе. Хотел бы обратить внимание еще на два издания. Вот в прошлом году у нас была юбилейная дата 145-летия со дня рождения Гаяза Исхаки, и мы подготовили вот такое двуязычное издание «Есть сила в нации», куда собрали не художественное произведение, Гаяза Исхаки, а его публицистические и научно-популярные труды. Подобного рода же издания у нас есть, посвященное творчеству Галимджана Ибрагимова. Вот оно здесь. Здесь тоже представлены его труды, имеющие отношение к вопросам культуры, языка, национальной идентичности. И я думаю, вот для читателей, для российских читателей незнакомых, ну, не владеющих навыками чтения на татарском языке, безусловно, вот это расширяет их горизонт, их читательский горизонт, связанный с татарской литературой и культурой. Ну и, конечно же, нельзя не сказать об таком большом проекте, который мы реализовали и продолжаем реализовывать. Это история татарской литературы. Ну, во-первых, мы реализовали его сначала на татарском языке. Это 8-томное издание «Татар адабияты тариха». Мы пытались преодолеть те стереотипы, которые существовали в советский период, потому что вот в советский период было 5-томное академическое издание, и это новое академическое издание, где вот такой новый неидеологизированный взгляд на историю национальной литературы. Но мы пошли дальше.
Вот мы видим, что сейчас коллеги из близлежащих регионов, из Чувашии, из Тувы, из Удмуртии очень активно работают по написанию русскоязычных историй своих национальных литератур. И сейчас вот мы реализуем проект пятитомной истории татарской литературы на русском языке. Он принципиально будет отличаться от татароязычной версии, потому что мы учитываем горизонт ожидания русскоязычного читателя, незнакомого, не погруженного вот в этот татарский мир. Поэтому это не просто история татарской литературы, это будет еще история татарской литературы в контексте татарской культуры. Там очень много фоновой информации о татарской письменности, о татарском языке, о татарской культуре, о татарской истории. И сейчас заканчивается работа над первым томом. Этот первый том посвящен древней и средневековой литературе. Сразу хочу сказать, вот здесь представители тюркского мира, что мы, продолжая традиции наших выдающихся историков литературы Гани Рахима и Газиза Губайдуллина, вписываем историю татарской литературы в контекст тюркской литературы. И начинаем эту историю с древнетюркского периода, общего для всех тюркских народов. Общего для всех тюркских народов. Иншаллах, в ноябре, вот к юбилейной дате, мы планируем презентацию этого проекта. Юбилейная дата института. Да, 85-летие. 85-летие института. Ну вот мы здесь находимся с вами, коллеги, в стенах Центра письменного и, сейчас Центр письменного просто наследия, да. Здесь вот в Центре письменного наследия большое внимание уделяется древним татарским источникам. Вы думаете, вот только мы современностью занимаемся? Нет, не только современностью. Совместно с Булгарской исламской академией вот, коллеги из Центра письменного наследия подготовили издание на 3 языках: на арабском, татарском и русском, сочинение булгарского поэта, скажем так, автора, литературного деятеля Дауда ас-Саксини «Зухрат аль-Рият ва Нусхат аль-Кулуб аль-Мират». Это красота садов и утешение заблудших душ. Вы можете познакомиться вот с этим изданием, оно у нас выставлено. Вот. Ну, завершая, свое выступление, я хотел бы вот о чем сказать. Сейчас мы к еще одной знаменательной дате, к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, оно будет отмечаться в 2026 году, готовим полное собрание сочинений Габдуллы Тукая на русском языке. Да? Туда войдут все, в том числе ранее не публиковавшиеся по идеологическим причинам его сочинения. Вот я, увидев коллег-переводчиков, которые здесь присутствуют, очень обрадовался. И мы уже с Аленой, по отчеству забываю. Я Каюмовна, если по отчеству. Да, с Аленой Каюмовной говорили на эту тему. Я говорил, давайте, Алена Каюмовна, мы наших московских, российских коллег будем привлекать таким вот интересным, знаковым проектом. Поэтому будет очень приятно, если коллеги-переводчики подключатся к реализации этого проекта. Ну и вообще, надо сказать, что мы открыты для сотрудничества со всеми, с коллегами из тюркоязычных республик, с коллегами из регионов Российской Федерации. Поэтому вот любые ваши предложения, любые ваши идеи мы с удовольствием рассмотрим. Я думаю, вот какие-то совместные проекты, собственно говоря, для этого мы здесь с вами встречаемся, чтобы не просто поговорили, пообщались, поулыбались, а чтобы это была какая-то продолжающаяся коллаборация.